Друзья, сегодня у нас 3 ноября, мы продолжаем наше мероприятие, молодежный фестиваль в семье единой. В рамках фестиваля сейчас едем в поселок Светлый. Там у нас будет празднование, танцы, вкусная еда. И самое главное, что мы едем с нашими, можно сказать, студентами, с ребятами, с которыми вчера у нас прошло обучение по блогингу. И сегодня они будут снимать сюжеты, мы будем выбирать лучшие сюжеты. И самые лучшие мы опубликуем у меня на канале, посмотрите. Это будут коротенькие в этот раз, минутные, как называется, шортс. Ну вот сейчас пакуемся по автобусам и вперед. Вот ребята уже работают, собирают материал. Василий у нас из Светлого. Вот да, кстати, да. едет к себе домой. Самый активный наш, можно сказать, блогер, да? Ну, Ты нет. считаешь себя блогером? Я, наверное, не блогер, новичок, не до блогера, так скоро Нет, буду блогер. блогер. Ну скоро будешь, Ну, да, скоро да, я буду. в тебя верю. Почти приехали, да? Почти приехали, через 5-10 минут. 10 минут, да, вот дорога пролетела. Сейчас Наш посмотрим, фотограф, посмотрим. Настя. Светлинский филиал энергетики, нефти и газа. Мы приехали в колледж, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. Меня зовут Рушан, я студент 3-го курса Мининского института, филиала Северо-Восточного федерального института имени Амосова. Председатель. Председатель общественной студенческой организации «Альянс» при нашем институте. Круто. Ты же азербайджанец? Да, Родился в Мирном. родился я в Мирном, да, в школу ходил тоже, и вот, собственно говоря, высшее образование также получаю в Мирном. Круто. Сегодня у нас сюжетик, да, снимаешь тоже? Да, обязательно в рамках фестиваля «В семье единая» я обязательно сниму небольшой блог, поделюсь этим. Вот, я надеюсь, что мой результат оправдает мои ожидания. Самое главное, что я это сделаю от души, с большим сердцем, а как получится, это уже посмотрим в конце. Круто. Ждем. Обязательно. Всё, идем, пока заходимся. Ну, столько ребят, вообще классно. Да? Я звукооператор. Сейчас все на мне будет. Да? А представьтесь. Юрий. А вы из Светлого или из Мирного? Светлого, да? Вот у нас. Я работаю в ДК культуры, просто здесь. На этот день я здесь. Помогаете нам, да? Супер. Здесь просто нет никого. Ну, приходится и там, и там. Ну, спасибо. Сегодня у нас выставка. Сейчас мы пока размещаемся. Преподавательская. О, какие вкусняхи. Это русские блины. Здесь русский стол, похоже. Нет, алтайский бурсок, алтайский чок-чок. Национальные блюда различные. Грузинские хачапури, белорусские деруны, армянская долма. Пока народу немного, можно по выставке пройтись. Тут, на самом деле, если приглядеться, так интересно. Вот гостеприимная Якутия. Автор Петров Наум. Танец Терхов. Шамин Алексей, 15 лет тоже. И вот Наум тоже 15 лет ребята сделали. Тут много работ, я, конечно, не смогу сейчас на каждой остановиться. Но вообще каждая заслужит отдельное внимание. Смотрите, вот какие композиции. Вообще молодцы ребята, сделали 14-15 лет. Органайзер мой дадыр. Переносное панно герба районов Республики Саха-Якутия, сделано из бисера и вышивки. И шахматы. Кружок белая ладья. Руководитель Даша Пилов, РГ. Из болтов из каяк сделано. Свечей. Да, классные, кстати, шахматы. Родион к нам приехал с Иркутска. Ты же прилетел, да? Тоже очень интересно вчера рассказывал. Я вчера немножко тебя поснимал. Сейчас интересную вещь рассказал. Что говорят, что нехватка воздуха в Якутии, да, из-за сухого. И ты это ощутил? Я это ощутил, в первый день мне об этом сказали, я как бы только с самолета и особо сильно этого не чувствовал, а по итогу, видимо, акклиматизация проходит, и сейчас прямо чувствую, что мне не хватает воздуха, а я как бы человек, который, ну, как бы в этом плане чувствительный к этому, да? Поэтому чувствую, сейчас уже тяжеловато, и все время хочется спать. А ты первый раз прилетел в Якутию? Нет, не в первый раз. Я был в Якутске самом, ну, я был 2 года назад, получается. Такого, наверное, сильного чувства, наверное, не было, или, может, не заметил, а вот сейчас прямо как-то... Пока не сказали, не думал об этом, да? Ну, как-то не думал, но... Я Варвара Николаевна Дьяконова, заведующий заочным отделением. С этим проектом мы в прошлом году ездили в Санкт-Петербург. Сначала выступили здесь, внутреннюю конференцию прошли, потом Якутск прошли, в Иркутске выступали и поехали. Здесь их 2.
Поехали в Санкт-Петербург, там получили мы 3-е место. В нашей сессии было 75 человек, а всего участвовало 2100 человек там. Вот. Мы здесь решили шить гербы наших районов, потому что дети должны об этом знать. Мы очень гордимся, что наши районы чем-то все знамениты. Здесь везде видно, что этот район, например, знаменит чем. Вот, например, если Люкминский смотреть, то это пшеница. Если посмотреть наш Мирнинский район, богат алмазами, это столица алмазного края. Если посмотреть здесь, то это значит богат это соболь и рыба осетрина идет. Поэтому каждый богат каким-то своим богатством район. А вот эти все 7, здесь на каждом гербе по 7 штук маленьких алмазиков. Это говорит о том, что здесь живут местные жители. Якуты, русские, овейны, овенки, долганы, ненцы и чукчи. Это ты, собственно, лично делал, да, это? Да, но после сценарной работы у нас практика была. На практике? Да. Здесь обычный гаек. 6 по 3 штуки гайки. Андрей меня подключил к своей съемке. Надели папаху, саблю. Шашка. Шашка, да, точно. Отснял. Киргизский головной убор. А ты прям собрал, да? Да, у меня много образов. Я сейчас каждому стараюсь, участнику форума распределить свои роли и сделать потом в итоге готовый проект. Вот это бурятский головной убор. Тут у меня еще много всего там. А из меня ты сделал кавказца, да? Да, лезгин. Лезгин. Круто. Фестиваль в семье единой зажигает огонь в наших сердцах. 3. Очень здорово, что ребята уже активно в работу вовлечены. Мы хотели сейчас собраться, еще какую-то теорию там повторить после вчерашнего, но я их даже не смог собрать. Уже бегают, снимают, меня уже подключили. И какими-то работами я смогу поделиться здесь, к сожалению, всеми не получится. Вот, как вот симпровизируем, да, с какой столкнулся, то и вам покажу тоже. Здесь на столе это куличи из печи разных народов. Здесь представлено 14 субъектов Российской Федерации. Различные: Осетия, Дагестан, Крым, Алтайский край, Республика Алтай, Бурятия, Хакасия, Сахалинская область, Киргизия, Татарстан. Это все представители народности, которые учатся у нас здесь, в Сольник. Поэтому мы хотим вам предложить все попробовать. Это готовили все студенты. Вы им помогали, конечно. Мы так не умеем готовить, как они. А как вас зовут? Меня Юля зовут. Вы преподаватель? Я работник. Вы с Мирного приехали? Да. Тоже были вчера на нашем обучении. Сегодня будете участвовать в конкурсе, снимать работы. Да, мы будем представлять свою организацию «Детские сады АЭН Алмазик». А, вы оттуда, да? Да, поэтому мы искали, что у нас здесь есть сад, куда мы поедем. А это будущие у нас посетители, будущие блогеры, посетители вашего детского сада, да? Да. Это чей сын? Мой. Ваш, да? А представьтесь. Меня зовут Анастасия. Меня зовут Инна. Инна, очень приятно. У вас будет 2 работы или вы вдвоем одну делаете? Вдвоем одну. Тоже молодцы, это уже командная работа. Да. Вас 3. Нас 3. Очень ждем, что у вас получится. Спасибо. Здорово. Давайте удачи. Спасибо. Даже с маленьким ребеночком. И вчера приходили, я вот видел, да, и сегодня. Молодцы.
пожалуйста, почему вы делаете кукол именно в якутском стиле? Как бы у меня других даже вариантов не было. Первое образование у меня учитель якутского языка и литературы, а еще и якутский фольклор. Мама моя собирала эти якутские сувениры в якутском стиле. У меня дома все было так, все в якутском стиле. А воспитанников вы через кукол как-то знакомитесь с культурой? Да, бывает такое, когда мы проводим эти вот занятия, ну, например, знакомство с якутской одеждой, например, да. Пока идет репетиция перед концертом. Не уверен, правда, что получится застать сам концерт, потому что сейчас мне Геннадий Леонидович, глава поселка, предложил съездить на Вилюйскую ГЭС. И только сейчас у нас время есть как раз это сделать. Поэтому я думаю, что это очень интересно, побывать в Светлом и ее увидеть лично. Команда едем, Родион, Настя наш фотограф и Геннадий Леонидович, глава поселка. Водитель, да? Самолично нам организовал супер экскурсию. Я ГЭС видел со стороны, мы проезжали когда летом вот, ну, по дороге на Удачный. А сейчас мы, наверное, с другой стороны подъедем, правильно я понимаю? Мы сейчас не просто проедем с другой стороны, мы заедем вовнутрь основных сооружений. И нас в Машзале встретят и проведут небольшую экскурсию. Прям турбины эти сможем посмотреть, которые там крутят все это? Возможно, и сможем посмотреть турбины. Здорово, здорово, спасибо. 4 должны были быть, было 3. И турбины 3 тоже, да. Турбины. Вот здесь вот 3 гидроэлектростанции установлены по реке. У нас идет молодежный фестиваль сейчас. Я думал, что будет один сюжет про фестиваль, но нас неожиданно отвезли сюда на экскурсию. И думаю, что про это надо вообще сделать отдельный сюжет. Девчонки наши жюри оценивают уже работу ребят. Не так это просто, да? Ну и сейчас самая ответственная часть нашего двухдневного фестиваля. Подведение итогов конкурса. Ребята уже скинули работы. Соответственно, 2 судей сделали свой вердикт. Сделал и я. Скоро будет награждение победителей фестиваля во всех разных номинациях, в танцах, в пении. И вот пока жюри делает свой выбор. Нет, есть одинаково. Вот, идут видите? Национальные. Вот так делаешь? Да. О, так далеко. Ну, если получится, вот, вы выбили. Вот. Да, точно барашки были. Это настоящие кости, правильно? Да, настоящие бараньи кости. А чья это игра? Значит, вы первый ход за вами. Бурятская игра. Бурятская? Шагай так называется. Национальная наша. Вот 15. Да, самая такая игра. Так, судьи, смотрим внимательно. Так, идет за первое, раньше же второе не было, место. что можно было, поэтому из костей брали. Из костей. Из костей, да, играли. Коза, это баран, это лошадь, это у нас корова. А если встает вот так, то это у нас верблюд получается. Вот. 5 священных видов животных заложены в бараньих лодыжках. Это натуральные камни, мы берем их от барана, от задней лодыжки. Вот получается, там у нас кости. Вот издревле у нас предки играли этими костями. Вот мы как бы возрождаем все это. Ну, лет 5 назад я начала возрождать и начала играть с детьми. Упал у вас? Да. Упала. Опускайте ход. Да, вот таким образом. Быстро приняли.
Когда мы видим друг друга, мы имеем желание объединяться. Это как раз-таки первая миссия этого фестиваля – объединять народы России. Вторая миссия – это, конечно же, расти в профессиональном плане, потому что когда мы видим более профессиональный ансамбль по соседству, нам хочется быть еще лучше, еще краше, еще энергичнее, еще более лучшими в своей области, в которой мы развиваемся. Здравствуйте, уважаемые гости фестиваля, уважаемые участники, жители поселков Мирный, Светлый, всех окрестностей. Очень рад вас здесь сегодня видеть, очень рад к вам приехать. У меня есть проект, называется «Планета дружбы народов». Я его запустил еще в 2022 году. Он связан с любой тематикой, которая связана с дружбой народов. Ну, стараясь делать какие-то сюжеты. И вот когда ты видишь, что это все растет и развивается, что столько молодых разных там ребят разных народностей и взрослых ребят разных народностей в одной большой дружной семье вот так вот вместе проводят разные мероприятия, дружат. Вот это очень здорово. Сегодня этого очень не хватает, не знаю, время такое непростое. И когда видишь, что это все-таки сильнее того, что этому может противостоять, то душа поет, душа радуется и понимаешь, что можно спокойно работать дальше, быть уверенным, что все получится. Друзья, это Светлый, и я покажу вам, как живет якутская глубинка. Ну что, мы отправились в Светлый рано утром, вот на этом автобусе. Вот мы уже в Светлом. Наверное, многие из вас думают, что люди здесь живут в юртах и лишены многих благ цивилизации. Но несмотря на суровый климат, это вовсе не так. Люди здесь живут в комфортных жилых домах, имея доступ к качественному образованию и медицине. Конечно же, тут насыщенная культурная жизнь. Прямо сейчас проходит фестиваль национальных культур в семье единой. Очень трепетно относимся к нематериальному культурному наследию Якутии.